Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Ситуация в зоне специальной военной операции на Донбассе остается сложной. Идут интенсивные бои. Как сообщает пресс-служба МЧС, глава спасательного ведомства Лев Квициня связался по телефону с нашими добровольцами. По уточненным данным, к утру 30 декабря с поля боя удалось вынести тело лишь одного из троих погибших абхазских добровольцев – Дмитрия Цвижба. Когда тела погибших добровольцев будут доставлены на родину, неизвестно. Что же касается раненых, то среди наших сограждан нет тяжело раненых. В основном ранения носят легкий характер. Коллектив МВД Абхазии ветераны службы понесли тяжелую утрату. На 77-м году жизни не стало почетного сотрудника органов внутренних дел Леонида Габлия. На 77-м году жизни не стало почетного сотрудника органов внутренних дел Республики Абхазия Габлия Леонида Хотхотовича. Леонид Габлия проработал в правоохранительной системе 44 года. Начинал свою деятельность с Гагрского районного отдела милиции. Обстановка, по словам полковника, в этом городе в советское время была непростой. Город Гагра входил в число 200 городов Советского Союза с осложненной оперативной обстановкой. Что это значит? Во-первых, в летний курортный сезон в разы увеличивалось количество населения за счет отдыхающего контингента. А в это же время активизируется местный преступный элемент. И большой скачок в связи с этим уровня общей преступности и тяжких ее видов. Гагра, как правило, подвергалась раз в 2 года комплексной проверке с участием в обязательном порядке сотрудников Центрального аппарата Министерства внутренних дел Союза. И вот по итогам проверки делались соответствующие выводы на уровне коллегии Министерства внутренних дел Абхазии. Подводились итоги, намечались задачи, необходимые к выполнению в предстоящий период. За период своей служебной деятельности Леонид Габлия занимал множество руководящих должностей, являлся заместителем председателя Ассоциации ветеранов боевых действий МВД Республики Абхазия. Министр ветеран, а милиция полковник, а патриот Леонид Хотхотипа Габлия. Арьяхацы из Гны. Ажокор Харадар Зиводаю, избанзер убрягара яра, апсны джебаалу, апсуара чирачы, апсуа милиция, чирачы убрягара джеба кварачоп, яха урцигр Харадар Зиводаю. Это большая потеря не только для семьи, для всех сотрудников, для всего нашего народа, для всей нашей страны. Он очень много дел сделал для восстановления послевоенной милиции. Находясь на пенсии, вернулся он на работу по приглашению руководителей нашего министерства, и с тех пор он находился в наших рядах. Один из лучших оперативников. Это легенда. Любое слово положительное, которое мы скажем, он этого заслуживал. Таких людей, к сожалению, мало. Леонид Хотхотович неоднократно поощрялся и был награжден нагрудными знаками различных степеней. Сегодня коллектив МВД Абхазии и организация Ассоциации ветеранов службы понесли тяжелую утрату. Руководство Министерства внутренних дел выражает соболезнования родным и близким. Ремонтные работы в Сухумском государственном музыкальном училище завершатся к середине января 2023 года, рассказал директор ООО «Строймонтаж» Рустам Цвейба. Об этом сообщает Министерство культуры Абхазии. По поручению правительства работы на объекте были начаты 6 месяцев назад. На данном этапе они идут к завершению, и к 15 января объект будет полностью сдан, уточнил Цвейба. По словам директора училища Нины Эльбжания, первый этаж здания практически полностью отремонтирован. Она выразила надежду на то, что руководство страны и в дальнейшем будет поэтапно оказывать заведению помощь и восстановит 2 и 3 этажи. На ремонтные работы в здании Сухумского музучилища было выделено 5,7 миллиона рублей.
Президент Абхазии Аслан Бжаня и президент России Владимир Путин обменялись поздравлениями с наступающими Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. Уходящий год был отмечен последовательным развитием абхазо-российских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства во всех сферах, представляющих жизненно важные интересы наших народов, говорится в поздравительном адресе президента Абхазии. Аслан Бжаня также отметил, что народы руководства Абхазии всецело поддерживают Российскую Федерацию в ее стремлении к установлению справедливого миропорядка, базирующегося на принципах уважения суверенитета и международного права. Как союзники и стратегические партнеры вновь подтверждаем свою готовность к укреплению и развитию всеобъемлющих двусторонних отношений, подчеркнул президент Абхазии. Аслан Бжаня пожелал Владимиру Путину доброго здоровья и новых побед, а братскому народу Российской Федерации благополучия и процветания. В поздравительном адресе Владимира Путина говорится: отношения между Россией и Абхазией динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что в 2023 году мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двухсторонней и региональной повестки дня на благо наших братских народов в интересах упрочнения безопасности и стабильности на Кавказе. Владимир Путин пожелал Аслану Георгиевичу крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Абхазии благополучия и процветания. Президент Аслан Бжаня также направил поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Федерального собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, министру иностранных дел Сергею Лаврову. На имя Аслана Бжаня пришли поздравительные адреса от лидера Южной Осетии Алана Гаглоева, главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского, премьер-министра России Михаила Мишустина, депутата Госдумы Ахмеда Дагоева, бывшего главы Республики Адыгея Хазрета Савмена. Поздравительные адреса на имя президента Абхазии продолжают поступать. 2022 год подходит к концу. Каким он был, какие воспоминания оставил? Пожалуй, самое главное то, что год уходящий ознаменован концом пандемии коронавирусной инфекции. Год был успешным для многих наших соотечественников, которые на различных международных площадках прославили Абхазию. О самых ярких и интересных событиях этого года в репортаже Гугуцы Вардания. Победы, достижения, участие в международных конкурсах, обложки мировых журналах. Все это, несмотря на сложности, случилось в 2022. В этом материале мы расскажем вам о самых позитивных событиях уходящего года. Самое главное – здоровье, поэтому начнем именно с него. В 2022 СМИ начали пестрить заголовками «Конец пандемии», ведь впервые с 2020 года заболеваемость COVID-19 стремительно пошла на спад. Палаты медучреждений постепенно опустели, в больницах стали закрывать уже привычные для всех красные зоны. Врачи, которые 2,5 года практически жили в медучреждениях, наконец смогли немного отдохнуть, а люди стали ходить друг к другу в гости без страха. Открылись театры, галереи, кафе и рестораны. Ведь ковид фактически в буквальном смысле на некоторое время перекрыл кислород. За самоотверженную работу в период COVID-19 медиков наградили орденами и грамотами. Отмечены были и журналисты АГТРК, которые первые вошли в красную зону и до конца освещали происходящее за красной чертой. Выдержу в течение часа, чтобы могла рассказать вам о том, что там за красной зоной происходит. Аинфекцият ҟәшаҿы ахәышәтәра иахысуеит ковид зежәлаҽны иҟоу реиԥш еиҳа имарианы изхызгогьы. Уажәы ачымазцәа рхы шырбо аилкаара ҳҽазаҳшәоит. Уажәы шәара ишыжәбо еиԥш ҳара ҳаималоуп азнапы ҟаԥшь ахәышәтәырҭа ҳақьымхаҭеисареи. Ацәаҳәа ҟаԥшь аҟынтәи уандәылҵлак дара ачымазцәа уанрыҿцәажәалак ашьҭахь адунеи зынӡа даҽа блак ала уахәаԥшуеит. Алаҵа умамзаргьы ирласны сцаны алаҵа ҟасҵандаз ҳәа агәаанагарагьы усцәырҵуеит. Сейчас мы находимся в инфекционном отделении больницы. Здесь, в этом корпусе, более 30 человек. Мест практически нет. Мы завершили свою работу в красной зоне, спустились на первый этаж. Здесь нас продезинфицируют.
Медики и журналисты были награждены за труд, терпение и стойкость. Этими качествами бесспорно обладает и 22-летняя абхазская модель Адица Берзения, фото которой украсила октябрьскую обложку известного во всем мире журнала «Эль Раша». А затем девушка приняла участие в неделе высокой моды в Милане. Везде, где бы ни была Адица, она всегда говорит о своей культуре, народе и языке, которым, кстати, прекрасно владеет. По словам девушки, надевать один из нарядов отказалась. Объяснила, что она из Абхазии. Мана ирзей таспон да хах культура хамаха традиция пошухо. Харал шойда ага испанзара Париж санухаз саркопхон даратас хниз аматус спиртит зики саркиско пхетаха бах по образу анпия каскуам входит испанзарови хараха традиция куяра ирзай гозамазихан сарай расфет дара зайл кара рума дизайнера и хабки салфет أكيد عملت زيت وزحن أخاص أقوم شزيت أخو وزحن سوق سيجزم يجيران يردر وزعود وشتا ويزعمت بشوس شسنزا. Вот так ярко и достойно Адица Берзения представила свою страну. Не менее феерично свою родину Абхазию в 2022 на вокальном конкурсе «Ну-ка все вместе» представила абхазская певица Саида Агарба. Судьи высоко оценили вокальные данные певицы. Я посол доброй воли Абхазии. Посылаю вам свою любовь. В уходящем году абхазский кинематограф пополнился фильмами на русском и абхазском языках. Над ними трудились молодые режиссеры Михаил Братухин, Сандрик Аблотия, Наур Гармелия и другие. Картины, по мнению абхазского зрителя, очень яркие и запоминающиеся. Молодые люди снимают как полнометражные, так и короткометражные фильмы. В 2022-м абхазские школьники активно принимали участие в известной телевизионной игре «Умники и умницы». Дарья Ситникова – выпускница Сухумской 5-й средней школы. Она первая школьница из Абхазии, прошедшая финал престижного конкурса известной российской телеолимпиады. Что нужно почитать в первую очередь? Что вот я думаю, что точно меня спросят. И вот как бы согласно этому списку я начинала просто искать материалы. То есть, например, первым у меня в списке был кто? По-моему, у меня был Сахаров. Вот. И я просто в интернете искала статьи, искала книги, документальные фильмы, то есть все подряд, штудировала все возможные материалы. В полуфинал известной игры также прошла ученица Пицунской средней школы номер 1 Ляна Айба. А Никита Чкок и Тимур Квернадзе получили медаль и орден за первый отчет в четвертьфинале игры. А еще на международных площадках свою родину в 2022 достойно представили абхазские спортсмены. В этом поединке одержал боец из Уважаемые дамы и господа, рефери остановил поединок на 2-й минуте 26-й секунде 4-го раунда. Победу техническим нокаутом одержал Батал Чежия. Да, поздравляем Батала Чежия. Дамы и господа, итак, ввиду отказа от... Конечно, не Игорь. Игорь этот справа от него. А это Дмитрий Болгарев. В 2022-м впервые в Новом Афоне прошел фестиваль народного творчества и ремесел имени абхазского художника Гиви Смыр. Гиви мечтал всю жизнь о том, чтобы в Афоне было место, где могли бы собираться творческие люди, где могли творить, говорить, спорить и развиваться. Поэтому спасибо огромное всем, кто сегодня нас здесь поддержал. Афонцы очень постарались. Прожить век и стать частью истории. В 2022 году ветерану Великой Отечественной войны, участнику битвы за Сталинград, кавалеру 2 орденов Красной Звезды и медали за отвагу Валентине Шульгиной исполнилось 100 лет. Поздравляем вас со 100-летним юбилеем.
желаем вам крепкого здоровья. Вы прошли большой, огромный жизненный путь. У вас были и сложности, и победы, но все вы преодолели. От лица руководства страны поздравляем вас. В 2022 исполнилось 100 лет со дня образования Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республики и республики Адыгея. К этой праздничной дате был приурочен визит президента Абхазии Аслана Бжани в Северо-Кавказские республики. Тара сегурагете хатуи хайбабара. Еще десна растахуп ану хаду. Шишуксав республика ихахатыз. Хабха ансаду сихот. Ам табзия айцар апепш бзия милат лайхаур. В рамках визита теплая дружеская атмосфера, встречи с главами российских регионов и добровольцами. Это, конечно, не весь список позитивных событий уходящего года, но мы постарались рассказать вам о самых значимых из них. Гугут Савардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Народ Абхазии с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым поздравили посольство Российской Федерации и Южной Осетии. Желаем в Новом году больше радостных событий, благополучия, успехов, реализации планов. Пусть 2023 год будет добрее, принесет в каждую семью здоровье, любовь, мир и благополучие, говорится в поздравлениях. В преддверии Нового года международная организация World Vision совместно с Ассоциацией инвасодействия передала 12 инвалидных колясок для молодых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья из разных районов Абхазии. Коляски были подобраны по индивидуальному размеру каждого получателя, учитывая их нужды. Подбором колясок занималась команда Ассоциации инвасодействия. С 7 утра 31 декабря и до 3 часов ночи 1 января проезд на общественном транспорте в Сухуме будет бесплатным. Соответствующее распоряжение подписал глава столичной администрации Беслан Эшба. Городские автобусы Маяк-Тхубун и Новый район Рынок будут ездить до часу ночи 1 января. На Маяк 2 рейсовых автобуса, а в сторону Нового района 3. 2 троллейбуса, номер 1 Новый район и номер 3 Старый поселок будут курсировать до 3 часов ночи. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные и праздничные дни 31 декабря и 1 января на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0,5, днем 7-12 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.